письменном и электронном видах через телефон доверия, горячую линию и СМИ в налоговую службу поступило 179 обращений. Подавляющее большинство на неправомерные действия сотрудников ГНС, включая коррупцию. По результатам служебных расследований и проверок налоговики получили разные наказания. На неправомерные действия сотрудников налоговых органов поступило 119 обращений, из них 55 фактов подтвердились. 3 подтвердились частично, 56 случаев не были подтверждены. 1 обращение на стадии рассмотрения и 4 приняты к сведению. В отношении сотрудников по поступившим жалобам 58 сотрудникам приняты следующие меры наказания. Это 10 строгий выговор получили 10 сотрудников. Объявлено 17 замечаний, неполное соответствие 5, строго предупреждено 6 сотрудников и 4 уволены. Среди жалоб было только одно заявление на коррупционные. Подтвердились факты, возбуждено уголовное дело. И там 2 сотрудника было, 1 уволен, в отношении одного проводится следственное мероприятие. Поступают в ГНС жалобы, как оказалось, и на налогоплательщиков. Субъекты предпринимательства часто не соблюдают нормы налогового законодательства. Таких жалоб поступило 29. Из них в ходе проверки 11 подтвердились. Жалобы поступают на отсутствие ККМ или отсутствие патента, или не пробитие кассового чека. Например, общепит не пробил чек, получается, кассовый аппарат не пробил, или отсутствует кассовый аппарат, не выдал чек, по которым налоговой службой принимаются меры, то есть налагается административный штраф в соответствии с кодексом о нарушениях. Для оперативного рассмотрения обращений граждан и налогоплательщиков в ГНС функционирует телефон доверия по номеру 0312 61 31 89, а также горячая линия, электронный адрес и общественная приемная. Для принятия соответствующих мер ГНС проводит служебные расследования, проверки и рейды. Аяна Дюшекеева, Азамат Джапаков, Ала-То 24.